25 число. Проснулся, выспался конкретно. Отдохнул от души. Эта изба мне с первого дня, как я встретил эту избу, мне до сих пор нравится. Я здесь отдыхаю. Буржуйка, печка классная вообще. Дров хватило и даже осталось на растопку там. И хорошо, что я лишнее не сделал. Хотел, еще думал, как его знаю, не хватит, а вон сколько еще осталось у меня. Ну, на улице уже рассветает. Сейчас время 6 часов утра. Где-то через полчаса, наверное, я уже выйду в тайгу. Ну, от Чилы еще 15 километров, наверное, сегодня пройду, еще больше, еще шабаш. И будет закрытие охоты. Последний выход в тайгу в этом сезоне. Потом уже будем ждать весенней охоты и осенней охоты. А зимняя охота уже с карабином у меня закроется. Вот так. Чайник закипел, все закипело. Сейчас я вынесу лыжи, оружие, чтобы немножко подостыло. А когда у тебя лыжи теплые, на лыжи на снег положишь, сразу может прилипнуть снег. Пусть там остывает все. Все высохло, все четко. Я тоже сухой весь. 3 раза, наверное, вставал, чтобы добавлять. 2 полены закинул и четко все. А если, скажем, у тебя буржуйка подготовлена вот для, экономка-буржуйка, чтобы тяги не было такой, и если дрова у тебя крупные, знаете, пару полен так закинул, и часа 4 запросто, даже я, наверное, тоже 3 часа не вставал между. Но первоначально там только вот к утру более-менее я засыпал так. Но видно по лицу, что я спал, опухший весь. Вот так. Ну ладно, буду собираться и пойдем дальше. Сегодня будем ночевать уже в своей избе. Время, ребята, 6:43. Все я убрал, как и было, все повесил матрасы. Все четко убрал. Здесь пол подмел, воду вылил из ведра, из чайника. И знаете, вон сколько дров еще осталось. Вот дрова, тут дрова. Так что, если кто придет сюда, да, редко когда сюда кто-нибудь приходит, в основном я и прихожу. Так что хозяин Антон, в этот сезон, если приедете на охоту, сделайте мне 10, хотя бы 10 полена тут оставьте. Я раз в год все равно тут бываю и буду рад, если оставите немножко дрова. Ну все, газету не убираю, газету оставляю, чтобы если нагадят там мыши, газету убрал и все. Там чисто новую газету постелил, все четко. Ладно, ребята, пойдем мы дальше. Спасибо этому дому. Согрело, обогрело, выспался. Было тепло, очень понравилось. Переночевали. Так, печка уже потухла, но сильно она стала. А да нет, в принципе, все можно закрыть. Плотно тоже не закрывается. Ничего вроде не оставили. Самое главное, чтобы ничего не забыть. Потому что до осени уже, навряд ли сюда я приду. Осенью с собаками раз в сезон я здесь по этим округам бродим, ходим туда-сюда. Сегодня на улице тепло, я не знаю сколько градусов, но чувствуется, что не холодно, пасмурно, безветренно, птицы поют. Послушайте весенних птиц.
Слышите, как здорово сейчас весной. Каждым днем все веселее тут в лесу становится. Там птицы начинают активно петь. И снег будет таять вообще. Весеннее настроение поднимается. Очень хорошо. Ладно. Все, ребята. Я пойду дальше. Дальше охотиться. Целый день еще будет сегодня охоты. И встретимся уже на своей избе. Отсырело все. Вон как. От избы буквально километр, наверное, прошел. Вот смотрите, сколько проваливаешься. Каждым часом все меньше и меньше снег держит. И в сравнении с вчерашним днем, сегодня много глубже уже проваливаюсь. Смотрите, такая щель такая получилась. Лед на щель, вот ручей идет. Ручей, я поднимаюсь возле ручья, там будет дорога, зимник. Хотя бы до туда дойти, потом по зимнику уже на сосновый лес выйти и уже там по этому лесу спуститься в сторону своей избы. Сейчас пока поднимаюсь я на север. Ну, я вам скажу, все тяжелее и тяжелее ходить. Как упал. Ну вот, уровень воды вот осенью проходили, это все заливало. Большой ручей был. А сейчас вон как ручеек такой остался. Куропатки, следы куропаток ходят. Но самих никого я еще пока не видел. Идет дождь. Полным ходом идет дождь. Я весь сырой уже. Одел масхалат. Но масхалат это синтетика. Хорош тем, что вот ты, когда под деревьями ходишь, снег выпадает и скользит. А если на сукно все сукно, весь снег, короче, хватает и тает, обледенеешь. А синтетика через синтетику все уходит снег. Вот. Рябчики слышны. Несколько штук. Тут тоже рябчики есть. Одна самка, самец там свистели. И дождь. Сегодня 25 февраля. Первый дождь. Вот именно дождь. Сегодня в городе, в Сыктывкаре, на 100% ливень идет. Или у нас хотя бы в селе. А сейчас я нахожусь севернее. Намного севернее. Вот так. И будет липнуть еще все это дело. Все, больше этой трассы я не поднимусь. Иначе я обратно не дойду. Я нахожусь очень далеко. В принципе, по Целику идти. Если другое дело, по своей лыжне возвращаться, мне все время по Целине идти. Вот такие делишки. Тоже свежие следы у куропатки. Объедают почки от ивы. А там ручей открыт. Обломалось все там, снегу. Вот если спуститься, там переход здесь сделать. Ну, тут лед видно вообще тонкий. Может из-за того, что течение, не знаю. Вот в таких местах запросто можно запутаться и блюхнуться по пояс. Новичок пройдет, не заметит. Видите, стена леса. И вот роща эта березовая. Видели? А тут трасса, в принципе, зимник. Уже сколько лет прошло? Очень-очень много лет. Это Верховье туда. Лесопунтовская трасса идет. Где-то там должен мост через ручей быть. И вот я по этой трассе, наверное, сейчас. Но здесь кустарник, конечно, ельник, береза. Там, думаю, поднимется на горку эта трасса. И более обширное место, там трасса видна. А тут все хана. Пройдешь, не заметишь. И каждым годом все больше, крупнее становится лес. Береза быстро растет. Это сорняк. Да, дальше не пойду. Все, больше никуда. Очень тяжело идти. Вчера еще более-менее, позавчера вообще класс было, когда я в избушку поднимался. А сегодня вообще гибель. Шабаш. Сейчас уже буду курс держать потихоньку в сторону избы. Вот она трасса, ребят. Были мы там последний раз, когда включался.
что-то я как новичок, блин, потерялся. И лишние 200 метров, где-то 100 метров туда, 100 метров сюда. 200 метров круг такой сделал. Ну там вообще заросло, как паутина. И засомневался. По навигатору посмотрел, что-то чуть в стороне показывает трасса. А эта трасса на карте вообще неправильно оказывается. Короче, все, вышли наконец-то мы на эту дорогу. Но здесь уже, потому что вон тут половина уже заросло. До сюда еще как-то более-менее, если есть какое-то желание, на буране можно доехать. А дальше уже, если за ручей, все, там уже вот такая стена. Даже это с той стеной это благодать. Там вообще гиблое место. Ну, пешком ходили осенью. Не знаю, там показывал, нет. Вот. Тут зайчишка бегает. Зайчишка. Сюда лезть тоже не буду. Здесь, знаете, вот такая тоже. Густой, густой, густой. Очень густой лес. И в основном елка. Сосна елка. И подсад здесь такой. На лыжах пройти. Я лучше километр по этой трассе пойду туда. До соснового леса. И там поверну направо. И буду шуровать строго на юг. Вот так. А тут... Нет, туда я не полезу. Еще у нас попадают вот такие участки, где стоит лес. Но не такой высокий, там метров 9-10, наверное, высота. 12 метров от силы. Но для вырубки лес хороший. Но участки такие маленькие. Основное уже все вырубили. Я нахожусь вот в таком сосняке, пью чай, отдыхаю. Первый привал. Ну, от ручья прошел, наверное, минут 40. Уже все, жажда. Хочется попить чаек. Пока тишина, никого не видел. Вот такая дятлы. Даже не знаю, где он. Он там где-то. Сейчас попью чаек и дальше пойдем. За третий день, что мы ходим, выскочил первый глухарь. Он там, за этим деревом, дерево. Видно, он кормился там. Вылетел вон в ту сторону, в южную сторону. Включил камеру. Бывает там по 2-3 штуки. Но видно один тут. Все, больше нету. Но это был глухарь. Своими глазами видел. Но от меня примерно 30 метров на силы было. Вон какая тайга. Старый лес. Вот на таких соснах они любят с такими ветками сидеть. Какие крупные ветки там видели. Вот так. Только одну штуку я видел. Пересекаю первые лосиные следы. Вон видно, как пришли оттуда. Да. С этой стороне все мягко, а это придавлено. Вон. Несколько штук тут прошло. 2 или 3 штуки видно. Так. Ну, первые следы это уже, ну, они сейчас, вон как, они сейчас в кучу собираются, потому что снег глубокий, и за самцом они ходят толпой, потому что в одиночку трудно им ходить.
трудно. И быки, они крепкие и могут от охотников убежать и от волков. А за ним уже кто послабее. Вот так. На пути опять такой густой лес. Смотрите, я опять вышел на дорогу. Вот этот зимник. И, между прочим, не по пути. Как ни странно, еще не заросло. Все четко. После того глухаря ничего я еще не видел. Пару следов у куницы и заячьи следы. Больше тишина, больше никого, ничего. Гнутые деревья. Но это летом обратно встанут. Некоторые погибают, а некоторые выдерживают и как-то умудряются обратно встать. Вот эта елка, например, он запросто встанет, выпрямится. Сейчас смотрите. Опа. Это наполовину. А летом еще чуть-чуть. Но он так с корня уже наклонился, может и уже так и будет расти. На фильме ужастиков «Чужой», наверное, похож, голова. Один в один. Опа. Вот так. Ну, как начнет потепление пойдет, вот это все будет выпадать с деревьев. Шум и грохот еще будет в тайге. Вот зимняя охота такой период. Вот зимой хочется ходить, бродить больше. Но знаете, не походишь, потому что снег глубокий не держит. Ну, от силы пройдешь по такому снегу, вот километра 3 в одиночку. Все, ты устанешь и жестко устанешь, очень тяжело. А к весне вот этот весь снег выпадет с деревьев, снега сядет, будет наст. Самое то ходить, но охота уже закрыта. Охота закроется, сейчас уже последние дни. Ну, знаете, вот, в принципе, тоже какое-то сохранение идет природы. Меньше ходят народ в лес, меньше добывают. И если, скажем, всю зиму снег держит, большинство времени охотники будут проводить в тайге и много чего будут добывать. Вот след опять какой-то. Это лось, наверное, опять прошел какой-то. Видно. Ну да. Вот он, лось. Уже под снегом. Ну, тоже в эту сторону. Вправо пошли. И вон следы также куницы. Вот, видели, как уже все. Ну, закрытый след. А палкой, когда ты втыкаешь в одну сторону, палка вошла. В вторую сторону палка как цемент. Потому что лось, когда идет, встает снег и уплотняет, тащит. Эта сторона получается мягкая, а та сторона получается твердая. Это для новичков, кто вот не понимает, куда ушел зверь. Это 100%. Утрамбовались. Второй раз уже пересекаю. Если свежий след будет, конечно же, я поснимаю, ребят, покажу.
Где-то лежанка, если будет. Фу. Ну, эта дорога вон куда-то налево идет. Это на север. Там густая тайга, не знаю. Сейчас по навигатору посмотрю, куда мне дальше идти. Ребят, я на избе. Я на своей избе уже. Смотрите, переоделся. Вон. Надеюсь, видно. Все переодел. Почти до трусов. Я весь сырой. Развесил футболка, штаны, кофта. Хоть отжимай до такой степени сырые. Все сырое. А футболка, о боже мой. Вот это да. Надеюсь, хоть, я думаю, сейчас капнет. Вот столько пота здесь. Вот такая, да. Сукно тоже потяжелело. Прямо как-то. Хорошо, что у меня масхалат, синтетика, как и говорил, скользит основное снег. А так бы все на сукно прилипнет, потом растает, и сукно 2 раза тяжелее бывает. Осенью на них хожу, и в сырую погоду попадешь, там, когда дождь со снегом. В избушку приходишь вообще. Затопил печку, в избушке прохладно. Избушка прохладно, и что-то пыхтит печка, но толком не загорается. Или щелей нету, или что там. И тут дымок идет. Смотрите, вот я вчера не был в избушке, опять уже печка сюда-сюда ходит. Доски вон как. Видно, на сантиметров 7 приподнялось. Опять грунт гуляет. Сейчас, наверное, я домой поеду и все-таки заварю маленькую печку. Вот тут, ну, у меня канистра есть. Из канистры что-то уже, в принципе, чертеж в голове есть. Сделаю сюда. Вот пока дождешься, пока нагреется, все уже остыло. Кирпичи остыли, все остыло. Но время еще... Вовремя мы пришли, ребята. Вон, смотрите, 3:30. 3:30. Я устал, как собака. 4 градуса только сегодня. Минус 4 градуса. Ну, вообще... Ну, такая погода чуть-чуть сыроватая даже. Снимать я больше ничего не снимал, потому что у меня сел аккумулятор на улице, на холоде, да, и 2 дня уже снимаю. Сейчас вот подсоединил пауэрбанку. А пауэрбанк это маленький мой пауэрбанк, и то вес есть. И думаю, наверное, я сейчас съезжу в город и прикуплю такой пауэрбанк, ну, небольшой такой, круглый, как, я не знаю, с чем сравнить. Вот мыльные пузыри продают в магазине. Даже меньше этого. Холодную воду пью. О, блядь. Пиздец, нахуй. Фу. Хороший комментарий сейчас тоже был. По-кому, говорят, мало что понимаю, но мат везде одинаковый по-русски. Вот я в фильме, в принципе, тоже не стараюсь матюгаться, но выйдет из этого, ну, для связки слов. А когда монтирую, на это я не заморачиваюсь, не вырезаю. Зачем вырезать там небольшие слова такие? Нормально для связки слов. Знаете, мат заменяет сколько русских слов, да и коми слов. Одно слово мата. Холодно.
У Винокура этот есть пародия, как начальник, прораб. Жил, ну, я не знаю, в какой организации, там, в принципе, многие, наверное, смотрели и показывали, вот, если, говорит, будете матюгаться, будем штрафовать. И никто целый день не матюгался, и начальник тоже не матюгается, боится, что удержат там получку. Это у Винокура пародия. Ну, уже в голову пришло, я сейчас туда расскажу. И, короче, целый день они воздерживались, не матюгались. И дело не шло. А потом из себя начальник вышел, короче, и начал как матом всех гонять. Все сразу стали понимать, что к чему. И дело пошло намного раз быстрее. Так что матюгаться не вредно. Это есть нецензурные слова, обидные, которые обижают. Именно слово может обидеть. А есть обычный мат, который вот я использую. Мат для связки слов. Многие в комментариях тоже писали. Это нормально. И, скажем, да, больше, наверное, ничего не буду говорить. Так что, если вылетит у меня какое-нибудь нецензурное слово, это меру вещей для связки слов. Фу. Хорошо, что я на своей избе, ребята. Намного лучше. Вчера тоже устал и пришлось дрова заготовить. В принципе, наверное, в это время тоже там до туда я пришел. И сегодня, вчера я от избы с западной стороны прошелся, а сегодня с восточной стороны. И, в принципе, время одинаковое я потратил. Но я еще севернее сходил сегодня. 3 километра там сделал. Но сантиметров 15, наверное, вот так лужи проваливаются. Знаете, лужи проваливаются. И на луже этот сыроватый снег остается. И ты поднимаешь ногу, знаешь, как цемент у меня за эти 3 дня у меня зацементировались ноги. Вроде и не так много прошагал. Вчера, не знаю, от силы там 15 километров, сегодня 15 километров, позавчера 15. Позавчера в мороз я меньше устал, чем за эти 2 дня. И о чем я говорю, что вот, там внутренняя линза, оказывается, потеет. Не наружная, а внутренняя. Поэтому такая муть такая получается. Хорошо, что я, как и говорил, на свою избу пришел. Да, изба остыла там, и кирпич долго греется. Это фигово. А остальное, у меня дрова есть всегда. Сейчас вот затопил печку, не надо мучаться искать дрова. Любой попутчик, если придет, без дров не останется. У меня на избе всегда есть дрова. А вот где я был, в избе, пусть Антон, конечно, я, как и говорил, тоже хозяин, не обижается, но так не надо делать. Немножко для затопки или растопка, для растопки печки. В любой избушке надо оставить дрова. Я вот оттуда сегодня уходил, у меня на полную
затопку на один раз печковые дрова остались. У нас у нившевских просто так принято. Ну, соседние села уже законы совсем другие, видимо. Хотя они тоже осенью там вроде и без пилы туда не поднимались. Я не говорю, что там надо сделать там поленницы, чтобы были. Это не надо. Есть такие халявщики, ребята, что всю поленницу истратят и без дров останешься. Просто надо на один раз хотя бы оставить дрова для растопки. Вот. Я не знаю, когда я дождусь или нет сегодня, чтобы у меня чайник закипел. И нормально отдохнуть. А завтра я пойду домой уже все. Я свое отгулял. Дальше ждут свои дела. В планах еще, в принципе, я дней на 5 даже пошел. Но по такому снегу я больше ходить не хочу и нет. В одиночку тяжело. По такому снегу надо ходить вдвоем. Вдвоем меняться. Больше километров можно пройти. Да и не ради чего там, ради чего-то есть. Лес пустой. Все пусто. Придет весенняя охота, еще повоюем. Вот такие пироги. Ладно, немножко поговорил. Буду белье высушиться, нагреется изба и буду отдыхать. В общем, до вечера, ребят.